Улучшить качество жизни миллионов россиян призваны нацпроекты, и потому так важно погрузиться в саму работу и ход их реализации, отметил Михаил Илезов, приветствуя участников форума. Какие возможности несет в себе эта масштабная федеральная программа, главная задача которой – решение важных проблем – комфортное жилье, поддержка семей, чистый воздух и достойный уровень медицины, для удобства реализации которых и созданы проектные офисы. Это стратегический элемент проектной деятельности в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В свою очередь играет ключевую роль в запуске проектов, их координации, мониторинга, обеспечения проверки и свод информации. И доведение этой информации, достоверной информации, полной информации до руководства республики по проведенному мониторингу. Проектные офисы как своего рода драйверы такой деятельности, и управление этим проектом начато в 2019-м. В их деятельность входит составление паспортов объектов в электронной системе. Они также выступают единым окном для получения информации для местных властей, общественников и руководителей ведомств, организаций. Мэрии также отметили и те изменения, которые не могут не радовать глаз простых жителей. Это новые дороги, комфортные города, школы, детские сады, социальные учреждения. На сегодняшний день в Назране ведется строительство объектов образования, спорта, культуры и здравоохранения. Мы надеемся, что создаваемая образовательная, медицинская и социальная инфраструктура позволит нам сделать существенный рывок в повышении эффективности жизни наших граждан. Говоря о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года, Хаджибекар Муталиев обозначил реализацию подпрограмм нацпроекта «Демография», старшее поколение и финансовая поддержка семей при рождении детей. Предусматривается выплата пособия при рождении в семье первенца в сумме 10 262 рубля. В истекшем году этими выплатами воспользовалось 2668 семей. Недавнее выступление президента, обращение президента страны к парламенту, введены новые меры финансовой поддержки семей с детьми. Пока, правда, они отображения документально не нашли. Нету порядка и нету постановления, регламентирующее порядок выплат этих пособий. Но что предусматривается? Предусматривается продление срока выплат пособия на первенца с 1,5 лет до 3 лет. Предусматривается внедрение ввод новых пособий, то есть с 3 до 7 лет семьи, имеющие таких детей, будут получать пособие. Предусматривается снижение стоимости ипотечных кредитов на 450 тысяч рублей. Вывести медицину республики на новый уровень, а значит снизить смертность населения в разы. Главная цель нацпроекта здравоохранения, в рамках которого в республике реализуется 6 программ, в том числе борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также развитие детского здравоохранения. В 2019 году было закуплено порядка 24 медицинских оборудований для республиканского онкологического диспансера. Также был открыт на базе Ингушской республиканской клинической больницы один центр по оказанию онкологической помощи нашим больным. Это позволило нам к концу 2019 года увеличить удельный вес больных, 5-летняя выживаемость которых составляет теперь до 55%. А доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, увеличилась у нас до 56%. И снизилась одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями до 18%. Снижение смертности как одно из позитивных изменений и итог успешной реализации федеральных программ. Далеко не конечная цель. По словам Лейлы Кациевой, в сфере детского здравоохранения можно также отметить положительную динамику. В 2019 году у нас было закуплено оборудование для детских поликлинических отделений города Назраня, Карабулака, Малгобекского и Сунжского районов. Оборудование, которое сегодня позволяет оказывать более специализированную качественную помощь маленьким пациентам нашей республики. Участие в реализации 2 региональных проектов, таких как современная школа и успех каждого ребенка, несомненно, позволит выйти на новый уровень образования в Ингушетии. Например, создание центров на базе уже существующих школ, где после основных занятий ребенок сам может выбирать направление для дополнительной подготовки. В 2020 году мы планируем открыть такие центры тоже на базе наших школ. 42 центра мы планируем открыть. И в 2021 году еще 10 центров
Ну, помимо этого, до 2024 года мы еще планируем открыть, всего мы планируем открыть 68 таких центров. Также в мэрии заслушали доклады о реализации в Ингушетии региональных проектов, таких как экология, жилье, городская среда, спорт, нормы жизни и другие. Хади Добрива, Адам Мережков, Новости 24.